Тысячелетиями скрытое под землей сооружение хорошо сохранилось. Помещения храма были в прекрасном состоянии. Стоит отметить, что российские коллеги пригласили группу абхазских археологов принять участие в экспедиции. Аркадий Джопа, Зураб Хонзия и я, мы были приглашены на разведывательные работы, значит, какие материалы могут быть в местах построек, в местах застройки олимпийскими объектами. И мы поехали. И в итоге, значит, нам сказали, что здесь где-то храм должен был быть. Вадим Викторович в свое время тоже делал какие-то разведки. И он даже, значит, обнаружил место этой разведки. Он не был уверен, что это храм, но уголок был раскопан по кладке, она действительно напоминала Цандрыбский храм. И мы стали искать, то есть мы копали там-то. Почему, значит, стали нас приглашать? Дело в том, что находимые материалы московские археологи, российские археологи, они не владели этой информацией. Почему? Потому что этот материал сугубо абхазский. Старший научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Екатерина Армарчук, которая непосредственно сама принимала участие в раскопках, пояснила, что архитектура найденного храма, как две капли воды, похожа на православные святыни Абхазии, в частности, на храм Симона Канонита в Новом Афоне и Лыхнинский храм. Отсюда Армарчук и делает вывод, что южная часть Сочинского района входила в состав Абхазского царства, которым управляла династия Леонидов, начиная с VIII века. Поскольку она никогда не работала с храмом, она пригласила меня из Абхазии. Я тогда работал с Игорем Ивановичем и Тимуром Семеновичем Бжаня. Значит, приглашение принял, я там работал, значит, в один сезон 15 дней, а потом через какое-то время, уже осень тоже, значит, еще 10 дней. И мы, в принципе, основной объем храма раскопали. Сначала мы подумали, что это базиликальный храм, но когда стали расчищать, выясняется, что это крестово-купольное сооружение, которое уже почти напоминает Лыхнинский храм. И она с нами согласилась. Почему? Потому что мы попросили, чтобы она приехала в Абхазию. Мы показали ряд храмов Абхазии. И она, конечно, с нами согласилась. И она убедилась, что действительно это одна архитектурная школа, которая имела развитие на территории Абхазии. Найденный храм был окружен оградительными притворами. Позднее их использовали как усыпальницы, в которых в течение нескольких десятилетий, а возможно и столетий, хоронили прихожан храма. Во время раскопок были найдены останки людей и ценные предметы. Бронзовая застежка для Библии, крест, венчавший купол храма, фрагменты лампадок, много украшений из серебра и горного хрусталя. Сейчас все эти находки хранятся в Сочинском музее истории. Также на территории храма был обнаружен действующий колодец глубиной 3 метра. После того, как уехал, под нартексом было обнаружено захоронение. Она слегка была потревожена, почему рядом проходит какая-то речушка. Видимо, значит, какие-то были наводнения, видимо, потревожено 9 захоронений. И Шведчикова, значит, антрополог, она стала заниматься, и в итоге выясняется, что по гаплогруппе это абхазская группа захоронений. Более того, она посчитала, что это абхазские князья были похоронены под нартексом этого храма на западной стороне. И таким образом, конечно, я как участник очень рад, у меня ряд фотографий сохранились, имеется. Ну, естественно, значит, конечно, не только в поселке Веселое, но я думаю, что если и дальше будем изучать, если у нас будет возможность изучать, то мы обнаружим, что на территории до Туапсинского, как минимум, да, мы можем обнаружить ряд церквей, которые имеют схожие черты с абхазскими христианскими памятниками. Безусловно, это свидетельствует тому, что в свое время, когда Абхазское царство было, она не замыкалась на границах современной территории, она имела и на северном склоне Кавказа, и на западной стороне достаточно обширные территории. И это говорит о том, что и памятник, который строился, конечно, кулуарно эти памятники никогда не строились. Почему? Потому что это без ведома патриарха абхазского, значит, и без ведома абхазского царя, без его согласия, без их согласия ничего не могло быть построено, тем более такие знаковые памятники, как храм в селе Веселое. К счастью, найденный храм не попал ни под одну застройку в эмеретинской низменности, что позволило сохранить его не в ущерб олимпийской стройке. Византийский храм в Веселом признан объектом культурного наследия народов Российской Федерации. Алика Трапшина, Алгухава, Абхазское телевидение.